В Керчи протестуют рабочие стрелочного завода. Более 300 рабочих вышли к воротам предприятия с требованием повышения зарплат. Ранее работники завода обращались к российской администрации Крыма с просьбой национализировать предприятие. Однако завод до сих пор является собственностью украинской компании «Укртранслизинг». У ворот стрелочного завода собралось около 300 работников. Требовали поднять зарплату. Возмущаются, за свою тяжелую работу получают слишком мало. Я уже 9 лет работаю на заводе. 6 тысяч у меня зарплата. Я газоэлектросварщик. Семьи тоже нет, потому что вот такое финансовое положение. Я себя даже одеть, обуть не могу, ничего. Люди, можно сказать, без сил приходят на работу, потому что после работы приходится бежать где-то кому-то на шабашке, подрабатывать, чтобы кормить семью, одевать, как-то платить за жилье. Воюют за зарплату с владельцем давно. Рассказывают, надеялись, что завод национализируют. После оккупации полуострова предприятие, которое принадлежит Ринату Ахметову, было в списках, однако затем его вычеркнули. Полгода завод работал по 3-4 дня в неделю. В августе руководство сообщило, заключили контракт на поставку продукции и возобновили пятидневку. Но на карманах работников это никак не отразилось. На данный момент на заводе такая ситуация, что большинство специалистов квалифицированных, они ушли просто, и все. Остались только те, которые дорабатывают до стажа, до какого-то, просто ждут каких-то либо лучших времен, либо пенсию, и все. Работники от каждого цеха избрали делегатов, которые будут вести переговоры с руководством завода. Неоднократно обращались к крымской власти. Ходили на прием к оккупационному прокурору Наталье Поклонской. Она жалобу приняла, но пока никакой реакции. Так больше нельзя. Люди требуют или полной остановки предприятия, или выполнять какие-то наши жизненные требования, потому что люди голодные, честно скажу. Приходят голодные. На детей, у кого есть дети, не хватает. На квартиры не хватает, на ничего не хватает буквально. Если же с владельцем не договорятся, то уже 27 августа работники завода обещают устроить бессрочную забастовку. Наталья Калинка, Заман, АТР.